В социальных сетях жители утверждают, что у Национального театра в Сыктывкаре нет своей площадки. Такую информацию к эфиру передал Центр управления регионом. Так ли это? Хочу сказать о том, что у Национального театра у нас сегодня есть своя площадка. Они размещаются на Бабушкина, 4. Для них специально были выкуплены помещения под театр. В прошлом году были выделены правительством денежные средства для проведения ремонтных работ. Отремонтирован зал, сцена, фойе отремонтирована, кровля. И на сегодняшний день наш Национальный музыкально-драматический театр размещается в своем помещении. Поэтому добро пожаловать на Бабушкина, 4. Но при этом хочу отметить, что также ведутся сейчас работы, пока подготовительные работы, и рассматривается место для строительства нового здания Национального музыкально-драматического театра. Совместно с Комивойтером неоднократно вместе с Министерством строительства обсуждали вероятную площадку, и предполагается, что это будет на пересечение с Октябрьским проспектом. Там после переселения жителей освобождается часть территории, и ее предусматривает под строительство нового здания нашего Национального музыкально-драматического театра. Я, кстати, не ответила про многофункциональную концертную площадку, тоже была вторая часть вопроса. Зачем нужна эта площадка? Я хочу сказать о том, что сегодня Сыктывкар не имеет площадки, куда можно было бы, концертной площадки, где можно было бы показывать, демонстрировать те или иные фестивали, которые сегодня тоже являются брендовыми для нашего региона. Это и Арктические Дельфийские игры, это и Евровидение, и другие гастроли очень известных певцов, артистов. Потому что сегодня мы либо идем в театр оперы и балета, либо же используем площадку Луза-Лес-арены, то есть это, в общем-то, не приспособлено для проведения таких мероприятий площадки. Поэтому для того, чтобы на современном уровне представлять зрителю какую-то программу, нужен, конечно, современный концертный зал. Почему на 1500 мест? Исходили из количества жителей в городе Сыктывкаре. Соответственно, это методом мониторинга определялось, что на 1500 как раз будет оптимальный вариант для нашего города. Какие вообще перспективы этого проекта? Возможно ли строительство такой площадки? Вы знаете, перспективы есть. Сейчас мы в первую очередь определяемся с поиском проекта, который либо это будет проект повторного применения, потому что вообще эта идея была поддержана Владимиром Викторовичем Уйбо, если вы помните, буквально недавно, она сейчас в стадии разработки, поэтому, возможно, поиск инвестора, то есть в какой форме будет строительство этого многофункционального концертного зала, тоже пока определяется.